Из квартиры в детсад, затем в школу, музей и снова в школу. Такой насыщенной биографией может похвастаться Дом Толстых города Казань. За свою вековую жизнь историческое здание претерпело множество трансформаций. Последние 14 лет над ним корпели реставраторы. Здание готовили к открытию музея. Но у Рустама Минниханова оказалось другое видение. На днях он проверил, как ведутся работы, и остался крайне недоволен. Подробности расскажет Эмиль Исламов. Национальный музей Льва Толстого уже готовился открыть свои двери для посетителей и поразить как историков-толстоведов, так и рядовых граждан и гостей столицы. Размахом реконструкции, сдержанной роскошью отделки интерьеров и экстерьеров. Короче говоря, как умеют в Татарстане, с размахом. Скажите, а бюджет, много денег уже ушло? Много, лучше не говорить. Это съемка из нашего архива. Буквально пару недель назад администрация музея провела для нас эксклюзивную экскурсию по территории дома Юшковых. Как выяснилось, вопрос о финансовых затратах на реставрацию оказался не праздным, и навести порядок в бухгалтерии все-таки стоило. Вот зачем это огромное здание? Тем более у нас есть еще вот эти. Флигель есть, это есть. Вы идею продумали? Сколько это будет вот содержание этого музея? Ну, пока новые квадратные метры еще не считали. А почему не считали, дорогая моя? Вы кем работаете? Не считали. В этот день президент посетил многие исторические объекты. Музей Горького, усадьбу Братынских, дом Ульяновых. Но претензии у него возникли только к администрации этого памятника архитектуры. Ультиматум на словах такой: территория остается музейной, если вся эта красота сможет выйти на самоокупаемость. По указанию президента Рустема Минниханова, недавно посетившего только что отреставрированное здание музея, именно 39-я школа должна занять его площади. Так или иначе, руководство исторического памятника прокомментировать эту ситуацию нам отказалось. Но, как нам стало известно только что, все работы внутри здания временно приостановлены. Кстати сказать, школа там уже была. Был детский сад и коммунальная квартира. Получили толстоведы это здание, понятное дело, в плохом состоянии. Конечно, тут теперь все новодел, но реставрация от этого не стала дешевле. В планах были и гостиницы во флигельном здании, и даже редкая библиотека с прижизненными изданиями автора. И не только. Представить, что по паркетному полу в бальном зале будут носиться первоклашки, здесь до сих пор не могут. Что это делать-то? Тут вентиляция. Что же сделано под музей? Вот как вы думаете? Школа пойдет, где тут сюда? Тут вот придут детишки, да? Они должны раздеться. У них туалеты везде должны быть, правильно? У них столовая должна быть. У них класс должен быть. Вешалка где-то должна. Тут же этого нет. Дом Юшковых переделать в музей решили в 2000 году, после соответствующего постановления министров. Здесь братья Толстые прожили с 1841 по 1845 год. Реставраторы работали по реконструкциям и планам, сохранившимся с дореволюционных времен. То есть мы пытаемся всю территорию вот этой усадьбы оживить и задействовать. Я думаю, это у нас получится, как только нам это все сдадут. Получается, как в известном мультфильме. Мы строили и, наконец, построили. Правда, пока непонятно, что же именно. По некоторым данным, 39-й школе, которой так тесно, придется отдать только часть здания. Но даже в этом случае музею, в полном смысле слова, уже не бывать. Хотя соответствующего приказа еще не поступало. И как знать, может, гнев руководства республики сменится на милость. Эмиль Исламов, Рамиль Бекбаев. Новости на Первом городском.